Здравствуйте! На этой неделе завершается учебный год, и перед сотнями семей горожан встает неизменно вопрос во всей своей остроте, куда девать свое дитё на дни летних каникул. Большинство из них будет, конечно же, решать этот вопрос с помощью загородных детских лагерей отдыха. Так вот, насколько те готовы к исполнению вот этой своей миссии? Ответ прозвучит сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Мисс Якутия 2003 Наталья Колодезникова выходит замуж, сообщает сегодня агентство «Саха-Лайф». Агентство называет Наталью Колодезникову наиболее успешную из всех якутских мисс. Во-первых, потому что сразу после победы в Якутии Наталья Колодезникова завоевала титул вице-мисс Российской Федерации, а затем не менее успешно выступала и на различных международных конкурсах красоты. Наталья Колодезникова посвятила себя юриспруденции, однако это не помешало ей сняться для билбордов у нас в Якутске на компании «Мегафон». На мобильные деньги, как пишет «Саха-Лайф», Наталья Колодезникова приобрела автомобиль. Что касается избранника Натальи Колодезниковой, то это руководитель одной из ювелирных фирм в Москве. По национальности он саха. Однако наиболее обсуждаемая новость последних суток пришла из зала суда. Бывший генеральный директор компании «Якутгазпрома» Руслан Шипков осужден к году наказания за уклонение от уплаты налогов. В 2005 году он подписал 2 договора на реконструкцию автомобильных дорог от поселка Кызылсыр к 2 газоконденсатным месторождениям. Работы по этим договорам оценивались в 100 миллионов рублей. Однако суду удалось доказать, что договор этот и не предполагал своей реализации, а был заключен исключительно для того, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу компании «Газпром». В результате этого в бюджет не поступило примерно 8,5 миллионов рублей. За уклонение от уплаты налогов Руслану Шипкову назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 8 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу. А тем временем туча сгущается над другой якутской нефтегазовой компанией. Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Сахатранснефтегаз» выплатить 208 миллионов рублей долга за купленные ею акции. Действие опять-таки происходило в 2005 году, когда «Сахатранснефтегаз» купил акции компании «Саханефтегаз», однако затем отказался их оплачивать. Продавец подал иск в суд и выиграл дело. Неприятно и то, что пакет акций, который в свое время купил «Сахатранснефтегаз» и не оплатил, сегодня стоит примерно в 2 раза меньше. В связи с отказом республики финансировать в этом году загородный летний отдых детей, мэрия Якутска сможет в этом году выделить путевок на бесплатной или льготной основе для малоимущих семей примерно в 2 раза меньше, чем год назад. Такая вот констатация факта прозвучала сегодня на одном из совещаний в мэрии. Было также сообщено, что муниципальный бюджет сможет оплатить путевки только для 154 детей из малоимущих, малообеспеченных семей. Проблема летнего отдыха детей в Якутске связана и с тем, что фонд социального страхования, впрочем, как и прежде, будет оплачивать питание детей, которые будут отдыхать в летних дневных лагерях пребывания на территории отдельных школ столицы нашей республики, только тех родителей, которые являются официальными плательщиками взносов в этот фонд социального страхования. Перевод школ на бюджетное нормативное финансирование приведет к негативным последствиям воспитания подростков. К такому заключению в среду пришли на круглом столе в мэрии представители городской администрации, депутаты и журналисты. Новация благоприятно скажется на повышении качества учебы, поскольку повышается мотивация школьных коллективов в целом и отдельных учителей, однако приведет практически к свертыванию так называемого дополнительного образования, а именно оно для большинства школьников Якутска и является, заполняет, скажем так, вакуум после занятий. Участники круглого стола намерены поставить перед властями вопрос разработать целый ряд программ по занятости школьников в внеурочное время. Ожидается, что ближе к осени в городских газетах будет опубликован проект городской муниципальной программы «Подросток». Для обсуждения не исключено, что отдельные предложения инициативных горожан смогут войти в эту программу для финансирования. Финансирование, прежде всего, их участия в судьбе подростков. Единороссы Якутска накануне определились со своими руководителями. Секретарем городского отделения партии был избран ректор Якутской сельхозакадемии Леонид Владимиров, а его заместителями предыдущий секретарь городского отделения «Единой России» Александр Синица, а также спикер окружного совета депутатов Якутска Александр Савинов. Таким образом, ведущая политическая организация России у нас в Якутске накануне целой серии всевозможных выборов закончила перегруппировку своих сил.
Итак, несколько сотен семей жителей столицы нашей республики летом этого года будут решать проблему определения, скажем, со своими детьми на время летних каникул с помощью загородных летних лагерей отдыха. Надо сказать, что стоимость всем лагерей, которые принадлежат управлению образования столицы нашей республики, будет колебаться в этом году от 6 до 8 тысяч рублей. Надо сказать, что вот эта вилка, что ли, своеобразная в цене, зависит отнюдь не от степени комфортности или условий питания, проживания детей в этих лагерях, а больше от социального статуса этих самых семей, которые прибегнут к помощи лагерей для организации отдыха своих детей. Все эти 7 лагерей единовременно смогут принять примерно 1 тысячу детей. Ну а всего же, с учетом ведомственных лагерей, в столице республики, вернее сказать, в пригородах, будут работать 11 лагерей отдыха. Плановое открытие всех лагерей назначено на 14 июня. Совсем скоро, буквально через 2 недели. Сегодня утром я проехался по 3 из этих лагерей и, прямо скажу, оптимизма, их вид, их готовность к работе, в общем-то, в меня лично не вселила. И вот почему. Вот так выглядела сегодня утром территория лагеря Бинго. Это бывший маяк. Вода до сих пор стоит на значительной его территории. Ну, понятно, что к середине июня ее станет меньше, зато количество комаров тут явно прибавится. В лагере на момент приезда утром сегодня был сторож и несколько рабочих, которые, ну, в общем-то, так скажем, неспешно ремонтировали один из спальных корпусов лагеря. Там врач с этой стороны. Территорию лагеря «Родничок» водная стихия, надо сказать, в этом году миновала. Работы велись здесь в столовой, на одном из спальных корпусов. И, кроме того, рабочие меняли забор вокруг лагерной территории. Этот лагерь в этом сезоне будет специализироваться на отдыхе детей, занимающихся, увлекающихся спортом. А так выглядит спальный корпус дачи детского дома «Берегиня». Он был сдан 3 года назад, тогда я присутствовал на открытии и, признаюсь, был приятно сегодня удивлен тем, что за эти годы корпус остался практически новым. Разруха, характерная, в общем-то, для подобных учреждений, обошла его стороной. Ну, рискну предположить, благодаря все-таки хлопотам персонала. Ну, здесь-то, в принципе, у вас все нормально, да? Давать будете примерно, планируете? Мы планируем 15 июня. Июня, да? Да, планируем. Это реальный срок, да? Ну, в принципе, мы думаем, что да. А что делаете, каким образом работаете здесь? Ну, работаем, ведем полную очистку территорий, зданий, пропитка чердачных помещений, все полностью. Какими силами? Ну, и своими, и спонсорскими, и так помогает. Студенты у нас работают из техникума связи, помогают нам тоже. А вы каким образом их привлекли? Они сами предложили нам свою помощь. Вот даже так? Да, просто сами позвонили по телефону и предложили свою помощь. Ну, мы не отказались, конечно. И еще один загородный лагерь отдыха имени Нестора Каландаршвили. Подготовка корпусов, правда, мы сейчас видим столовую, здесь также в разгаре. Меня, признаюсь, смутил оптимизм начальника лагеря. Она уверена, что за 100 тысяч бюджетных денег сумеет подготовить все корпуса. Ну, остается только верить руководителю, который ведет хозяйство этого лагеря уже не первый год и знает цену своему слову. 14 числа мы хотим открыть первый сезон. Работы ведутся полным ходом, вы только что у нас побывали. Все мы активно участвуем, все работники лагеря у меня активно участвуют. Я сама, как видите, в рабочем, поэтому у нас все прекрасно. Мы не опоздаем. Это насколько типично для вашего лагеря, я имею в виду, то, что вы 14 числа, 14 июня уже заезд у вас? Ну, в этом году немножечко задержалась, потому что вы сами знаете, когда сошли снега с наших лесов, поэтому мы всегда открывались 7 числа, к нам заезжала ЕПК на практику, в этом году у нас не получается. Но, тем Тогда не воспитатели менее, кто у вас? Воспитатели у нас студенты, практиканты. На первом сезоне у нас будет работать Варвара Альбертовна, руководитель юных горожан. Будет ее команда работать, будут интересные программы. Увидим. Приезжайте. Ну, то есть вы достаточно оптимистично смотрите, да, в будущее? Ну, однозначно. Либо я не была начальником лагеря. Конечно.
Итак, опыт и оптимизм в очередной раз должны будут решить дело в пользу успешного отдыха, летнего отдыха наших столичных детей. Что и говорить, в общем-то, вещи, прямо скажем, в общем-то, нематериальные. Однако, как это не грустно осознавать, но именно они в последние десятилетия, может быть даже и больше, в конечном итоге и определяли успешное летнее каникулярное времяпровождение наших детей. Будем надеяться, что в этом году это будет точно так же. На сегодня все. Встретимся завтра. Всего доброго.